Радий Хабиров в очередной рабочей поездке, на этот раз по Уфимскому району. Глава Башкортостана направляется с проверкой на строительную площадку нового клинико-диагностического инфекционного центра. До сдачи объекта считанные дни. Первых пациентов с коронавирусом медучреждение должно принять в конце мая. Чтобы успеть к сроку, работы ведутся в круглосуточном режиме. При полной загрузке больница рассчитана на 470 человек. Здесь три принципиальные зоны. Грязная зона, зона выписки, вот где мы находимся, и зона для персонала. И три заезда, 3 КПП, они все смонтированы, подключены, уже с мебелью стоят. И 3 ворот. Больные поступают с дальнего коридора, вот 3 КПП, где кран стоит, и на скорой помощи двигаются по кольцу. Где стоит маленький трактор, здесь блокирующий забор с грязной зоны. Максим, согласовано с тобой? Да, конечно. То есть, где стоит маленький трактор, там полностью отсекающий забор, сюда грязная зона не заходит. Больные попали на скорой помощи. С задней части скорая помощь полностью проходит дезинфекцию снаружи и внутри холодным паром. И уезжает уже, там 2 ворота скорой помощи. Автоматически она выезжает и выходит с чистой зоны, с зоны персонала. Персонал весь прибывает к 3 КПП, это вот где краны, с левой стороны КПП, и заезжает на парковку. У них полный запас парковочных мест внутри самой больницы. Это зона выписки, вот витраж последний сейчас, который ставят на фасаде, вот большое отверстие, это зона выписки, больной попадает в чистую, самую чистую зону, смотрит на парк, и вот здесь он покидает больницу. То есть с этого места. По остановке начал, да? Да, там завтра у нас совещание, уже салоном со всеми будем отрабатывать. Здесь остановку сейчас продумываем, чтобы остановка была. У нас место под остановку готовое, мы сейчас его отсекаем, сделали нишу. Ну, то есть карман есть теперь. Карман есть, то есть для остановки. Сколько сейчас людей-то на объекте? Сейчас 430 человек в данный момент. Монолитчики только завершили работу, ночную смену. Они сейчас ушли. Пойдем посмотрим. Может, поближе? Газон высажен. Его надо катать. Мы его катаем катками. Вот здесь хорошо видны слои. Посадку производит специализированная компания. Ну вот я об этом. Идет по 3-слойной технологии, предварительная укатка, потом сам газон и поверхностная укатка. Каждый день утром начинается с полива. Ну, то есть, несмотря ни на что, потому что и крупномеры, и газон политый. Здесь посадка завершена. Подсистема фасадов на лобовой части собрана полностью. Фасады ведутся сейчас на работе 65 человек. К 15-му лобовой фасад будет готов. Тут фасады будут разные, да? Вот? Ну вот как вы согласовали, точно такой же фасад и будет. Это малиновая часть, портал и графит. Графит это в линию с витражами. Остальная часть белоснежная. Кровлю ведем монтаж одновременно с 2 сторон. То есть выставляется сэндвич и сразу делается кровля. Сборка каркасов ведется на всех площадках сейчас. Сначала крупноузловую сборку делаем в лежачем положении. Вот хорошо видно на корпусе 10. А потом его поднимаем, каркас, по одному сектору. Ну, то есть после такого состояния каркас поднимается за 1 день. А вот это что здесь, фундамент, это чего? Это у нас КДЛ, лаборатория. Клиника-диагностическая. Клиника-диагностическая лаборатория. Ее когда начинаете? Она сегодня к вечеру будет в таком виде. То есть она собрана, крупноузловая сборка. Мы собираем полностью фермы. Там уже выполнены полы с утеплением. Между полами оставлены ниши для крепления. И мы собираем сразу здание. А вот это вот что такое? Это ЦСО. Центральное стерилизационное отделение. Здесь уже пол завершен. Завершена канализация. Сразу завершаем прогоны вентиляции. Это вот, да? Да, это полностью вентиляционные установки. А вот я хотел толщину посмотреть. Вот получается, это вот внешнее, так? У нас вот здесь еще будет 100 миллиметров. Вот такой будет подоконник. То есть у нас стена 55. Вот здесь, это пустота? Да. И вот внутри коммуникации идут, да? Или что? Внутри коммуникации убрали.
потому что их сложно обслуживать. Все коммуникации подняли на чердачное, так называемое перекрытие, на второй ярус. Там у нас ходовые дорожки 2,60. И есть возможность полностью перемещаться, не трогая больничный центр. Ну, Здесь коммуникации не будет. Как бы это тепловой такой. Да? Это воздушный Сейчас зазор. нам достаточно было бы даже вот этого, но решили как бы для гарантии, да, вот здесь будет получается второй слой. Получается между ними вот воздушный и вот два этих. Ну, то есть, по сути, это в два раза. Вот он больше. слой еще 10 сантиметров. он же и чистовой. Он получается. чистовой, сплошной, мы его сейчас увидим. Ну, Сразу, как только каркас заканчивается, крепятся все коммуникации и двигаемся уже. Дальше сразу покажу с перегородками и с внутренними стенами. Выставляются окошки. Каждый день у нас сейчас будет выставляться. Первый день 26 окон, сегодня 55 окон. То есть окна в течение 6-7 суток полностью завершатся. вот на ней сверху не будут лепить всякие провода, вот это все, да? Вот проводов. Да. И телевизор этот все предусмотрели, да? У нас есть по заданию, везде, где задание дано Минздравом, телевизор есть. У нас есть часификация, СКС в полном объеме, интернет во всех корпусах. Есть система «Спутник», которая стоит, провайдер определен. То есть телевизор в каждом боксе, так? Нет, Почему? нет, в боксе нельзя ставить телевизор вообще. Ну, пока не планировали, раз у нас не было. Так-то мы потом дадут. А потом же зачем? Потом же опять провода пойдут сверху. Максим Васильевич, смотрите, вот вы в палате лежите, да, без телевизора как? Тяжело. А что ждем? Давайте делайте телевизор в каждый бокс. Телевизор надо в каждый бокс делать. Задание тогда от медиков. И всё. Максим, прямо сегодня, завтра обязательно вы делаете нормальные условия сразу, чтобы потом все сопли эти не лежали вот где попало. Но у нас система КАТ-7, она позволяет телевидение провести по внутренней сети уже, которая будет и в каждом боксе. Поэтому к нему подключается и оборудование медицинское к этой системе, оно коммуницируется с основной больницей и общая регистратура. В общем, давайте так, разберитесь, чтобы телевизоры все-таки были. Ну, это так называемая пандусовая часть. Здесь везде будут утопленные бордюры, которые позволят скорой помощи подвозить, и сразу с каталог, ну вот, больные попадают прямо непосредственно в линию, в плоскость пола, каждый в свои палаты. Утепление цоколя снизу, но это метровое, чтобы плита не промерзала, 100 мм утепления под полами. Везде геотекстиль сначала, потом щебень. Ну, то есть здесь очень болотистое место, чтобы избежать перемешивания слоев и грунтов. Из-за этого как бы трамбуем много и ездим по этой дороге. Видимо, задача, да, первое качество, вторые сроки. Да, сроки никто вам не отменил. Поэтому я смотрю, что здесь очень расслабленная сейчас обстановка на объекте. Имейте в виду. Андрей Геннадьевич, усилимся сегодняшнего. Я уже слышал неделю назад вот этот разговор. Времени осталось ерунда, а людей в 2 раза меньше, чем должно быть. Мы всерьез планируем сюда больных уже после 25-го. Мы не будем смещать эти сроки. У меня, Андрей Геннадьевич, не было фронта работ. Сегодня, как у нас крыши закрываются, я отделку дальше могу показать, что мы идем сразу же с плиткой. Там наклеенная плитка или линолеум. Вот высота, да, получается? Это высота чистая. 3 метра. Это палата. Это боксированные палаты. Вот у нее вход. Ну вот можно большой вход. Машина подъезжает, в каждой палате свой вход с улицы. Все системы вентиляционные идут параллельно. Электрика идет параллельно, а шлейф трасс всех заходит тоже параллельно. Кровли по кругу все смонтированы. Сейчас мы подходим к фасаду, мы накрываем парапетной крышкой сверху. Здесь последний сегодня ввод сделали для системы освещения. Сейчас засыпаем и сразу идут брусчаткой. Ну, вот видно, что брусчатку делаем по щебню через геотекстиль с цементом. Ну, то есть все, чтобы не возвращаться потом сюда на обслуживание. Это же плитка белорецкая, да? Да, плитка производства города Белорецк. Это какая? А, вот это красная. Брусчатная плитка. Ну, брусчатка. Брусчатка. Борисова. Сейчас вот по планам у нас сегодня 11 число. У вас осталось 2 недели. Но мы рассчитываем на 20-е. А КТ когда начнете устанавливать? КТ начнем устанавливать, оно сейчас приехало в Уфу, КТ.
ждут окончания модуля, к которому установится. С 18 числа обещают им приступить. С То есть они несколько дней будут монтировать КТ? А кислородная станция где? Кислородная станция внутри, между 5-м и 6-м блоком, установка завтра. И начинаете разводку? Мы разводку сделали уже. А, То есть мы ее выполнили, разводку, опрессовали и запаяли. То есть потому у нас все коммуникации под дорогами все завершены. И система электроснабжения. Главный врач уже приступил, здесь работает, чтобы Здесь он- есть постоянно, здесь совещание. Мы завтра хотим проводить совещание, чтобы он не приезжал в инфекционную больницу, а именно с места с рабочего. То коллектив уже сбиваете сюда? У нас есть понимание, кто будет заведующий. По врачам сейчас есть примерный список. И на первую вахту полностью список у нас составлен. Ладно, ну что? Ну что, ждем от вас. Вот с той стороны будет. Да. Такого опыта строительства у наших республиканских ребят еще не было. Вот как оценивать? Сейчас сроки же поджимают, успевает? Ну, мне сложно сказать, но просто строители говорят, что успевают, поэтому они сроки не сдвигают. Мы запретили сроки сдвигать. Нам этот объект очень нужен. Мы все-таки хотели бы для инфицированных больных здесь организовать специализированную помощь, чтобы у нас не страдала вообще в целом медицина. Для этого мы и делаем. У нас уже, я вот фиксировал, что увеличилось количество обращений людей, которые не могут получить медицинскую помощь по другим показателям, поэтому вот готовы сюда сделать. Ну и для нас, конечно, такой интересный опыт. Мы сейчас анализируем, вот, во-первых, будем смотреть, как внутри комфортно будет находиться, потому что в будущем мы строим амбулатории сельские, ФАПы мы уже строим. Поэтому будем смотреть какие-то объекты вот быстро. Тут же, во-первых, что? Очень быстро. И ценовая неплохая история. Поэтому надеюсь, что у ребят получится. А что можете сказать вот о качестве материалов, о качестве работы выполнения? Ну вот мне сейчас сложно сказать, это жизнь покажет, но вот внешне мне нравится. Внешне мне все очень нравится. И мне, конечно, очень нравится, что вы обратили внимание, толщина стен какая. Я всегда, когда начинали строить, я единственное переживал, что вот насколько адекватным будет толщина стен, вообще теплоизолированность для наших башкирских зим. Ну, слушайте, ну вот такая толщина. Так что и летом здесь будет прохладно, и зимой будет тепло. Это важно вообще для нашего климата. Спасибо. Спасибо.